В республике с каждым годом расширяется ареал туристической активности, задействуется все больше городов и районов. Уже сейчас туристические объекты начали активную подготовку к летнему курортному сезону. Объединение пансионатов «Курорт Пицунда» представляет собой комплекс из 7 высотных корпусов, которые расположены между Сосновой рощей и морем. Как в советские годы, так и сейчас курорт Пицунда является излюбленным местом отдыха тысяч туристов. В хорошие сезоны здесь отдыхают более 30 тысяч человек. Однако в прошлом году, как известно, из-за пандемии коронавируса был неполный сезон, и всего здесь отдохнуло порядка 10 тысяч туристов. На сегодняшний день на курорте ведется активная работа по подготовке к летнему сезону. Облагораживают и чистят территорию вокруг пансионатов. Ранее при государственной поддержке здесь уже модернизированы и произведены ремонтные работы в 4 корпусах. Сейчас идет реконструкция еще одного здания. В пансионате Апсны у нас ведется капитальный ремонт. У нас пропускала крыша, самая топила номера, поэтому мы сделали капитально крышу, все, и верхние этажи идут ремонты. Эти номера тоже будут соответствовать российским стандартам. Всего в объединении пансионатов «Курорт Пицунда» 2600 мест. Из них 1200 соответствуют российским стандартам. Руководство пансионата надеется, что после завершения ремонта они смогут принимать гостей круглый год. Уже сейчас идет хорошая динамика бронирования номеров, в основном на летние месяцы, но и желающих отдохнуть в бархатный сезон на курорте Пицунда немало. Мы заключили договора со всеми турфирмами, с кем мы работаем. Это 16 турфирм, плюс несколько местных фирм. Уже заявки на 20% мест уже есть. Заявки пошли буквально недавно, можно сказать, последние 10 дней. Пансионат «Литфонд» или Дом творчества писателей в Пицунде, как его называли в советские времена, состоит из 3 корпусов – главный, малый и семейный. В 2002 году пансионат, являющийся государственной собственностью Республики Абхазия, постановлением правительства был передан в аренду Ассоциации предприятий Минатома, являющимся структурным подразделением госкорпорации «Росатом». С тех пор арендованный пансионат поэтапно ремонтируется. С 7 по 12 этажи номера уже отремонтированы и сданы в эксплуатацию еще в прошлом году. Сейчас идет ремонт со 2 по 6 этажи, который планируется завершить до начала курортного сезона. Вместимость в 3 корпусах пансионата более 700 человек с дополнительными местами. Сейчас идет очень активное бронирование номеров. Спрос большой на сентябрь. Заявок даже превышает, чем мы имеем. Вот на сегодняшний день вот такая работа идет. Фирмы звонят, мы с ними имеем договорные отношения имеем. Вот. Есть хорошие фирмы, которые, значит, работают добросовестно. В процентном отношении на сегодняшний день, я должен сказать, где-то процентов 25 уже. На прилегающей к пансионату территории также ведется работа по ее благоустройству. Разбиты 2 сквера, установлена детская игровая площадка, отремонтированы коттеджи, ведется строительство торговых объектов. С текущего года Литфонд будет принимать гостей круглый год. Еще один государственный объект размещения туристов – пансионат «Самшитовая роща». Современное 10-этажное здание расположено в субтропическом парке среди вечно-зеленых растений и деревьев. После проведенной реконструкции и обновления номерного фонда пансионат «Самшитовая роща» вышел на европейский уровень. Одновременно в пансионате могут разместиться более 700 человек. Здесь в настоящее время отдыхают порядка 300 туристов. Очень все нравится, очень хороший санаторий, хорошие процедуры, чудесный бассейн, парк потрясающий. Очень люблю Абхазию. Мы приехали из Екатеринбурга, отдыхаем мы здесь 3-й день, нам все очень нравится, очень такое вообще вот прямо душевное расположение, вообще вот, эмоции переполняют нас. Прекрасно отдыхается, шикарный отель, шикарное питание, шикарная природа, все отлично. Пансионат «Самшитовая роща» также активно готовится к новому курортному сезону. Мы сейчас реновируем постепенно номерной фонд. Этот процесс длительный, он не закончится только рамками действующего межсезонья. Будут работы продолжены и в будущем. Но в данный момент это один из центральных видов работ, подготовка именно реновации номерного фонда. В зимние новогодние каникулы в пансионате отдохнуло более 500 туристов. Динамика бронирования номеров на летний сезон здесь также высокая. Сейчас бронирования идут достаточно хорошо, в общем тренде. Со всем Южным федеральным округом России бронирование идут достаточно активно. Единственный негативный момент, который может повлиять, это усиление, например, какой-то пандемии, какая-то негативная, может быть, динамика. Пока этого не предвидится, мы видим, что в этом плане ситуация складывается благополучно сейчас, пандемия пошла на спад, и плюс открытие внешних границ. Таким образом, объекты размещения туристов активно готовятся к лету, и ательеры вправе рассчитывать на успешный сезон.
Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.